Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Валентина Кирилловна, фамилия моя Новичкова. Я член Координационного центра, Международного центра гуманной педагогики. Вы все знаете об этом движении и что этим движением руководит наш уважаемый педагог, доктор наук Шалва Александрович Аманашвили. И сегодня мы с вами поговорим по материалам международных педагогических чтений на тему «Без сердца что поймем». Но прежде я хочу вас пригласить на всероссийские чтения. Всероссийские чтения. Вы там встретитесь с Шалвой Александровичем. Состоятся 30-31 января 2020 года в Москве. Программу вы можете посмотреть на сайте гуманной педагогики. Только, пожалуйста, откройте российские, даже не российские, а все российские чтения гуманной педагогики, и там вы найдете эту программу. Вот в программе немного я прочитаю. Сказано, посмотрите, как нас приглашают. Мы ждем встречи с единомышленниками, способными мыслить ярко, действовать устремленно, чистыми мыслями и сердцами, своими волевыми усилиями, примером собственной жизни в условиях загрязненной информационной среды, способными творить новую педагогику, формировать чистое образовательное пространство. Съезжаются на эти чтения до 1000 человек, а на всероссийские чтения московские вузы и колледжи приводят очень много студентов, они уже растят смену. Шалва Александрович работает в Московском педагогическом университете, заведует лабораторией гуманной педагогикой и сейчас набрал курс студентов 3-4 курсов на высшие курсы по гуманной педагогике. Кто не знает, я напомню, а Шалве Александровичу исполнится 8 марта следующего года 89 лет. Представьте, какую огромную работу ведет этот педагог, передает нам опыт. Пожалуйста, мы вас очень просим, у кого есть желание, чисто добровольно, приезжайте 30-31, принимайте участие, можете выступить, если пожелаете. И самое главное, вы не будете вот такими наблюдательными слушателями. Каждое чтение зажигает человеческие сердца. Хочется все, что ты там увидел, что ты там услышал, передать другим людям. Но, пожалуйста, хочу вас акцентировать вот на чем. Заявку нужно в этом году подать. Заявку нужно подать до 20 декабря по электронной почте. Вы все посмотрите на сайте, пожалуйста, зайдите, все там увидите и прочитаете. И не опоздайте с заявкой. Заявки будут регистрироваться. Пожалуйста, вас очень прошу. Кто может и кто хочет, приезжайте в Москву. Не пожалеете. Духом своим, сердцем своим воспрянете и скажете: да, так надо делать. Я люблю детей. И прежде чем начать смотреть и слушать Шалву Александровича, пожалуйста, послушайте такое вступительное слово к нашей сегодняшней встрече. Я хочу вам передать о значимости вот такой темы «Без сердца что поймем». Полагаю, что вы примете вот это вступительное слово, вот эту мудрость, о которой сегодня вы услышите. Начну с притчи. Вообще сказано, что ни в одной притче, ни в одной пословице, ни в одной легенде
нету неправды. Они все истинные. Начнем. Притча. Притча называется «Где живет глупость?». Некий учитель спросил школьника, где живет глупость. Тот сказал: когда я не знаю урока, вы стучите меня по лбу. Вероятно, глупость живет там. Нужно понять, почему теперь мы стучимся не в лоб, но в сердце. Лоб запас много вычислений, но сердце не успело стать лучше. Так нужно выровнять отсталое. Развили интеллект, а нравственность и культуру где? На каком уровне у нас сегодня это? В одном очень мудром учебнике прочитала следующее. Каждая обособленная или взятая по отдельности человеческая способность имеет значение не абсолютное, но относительное. Как ум непросветленными огнями сердца, так и сердце, не поддержанное умом, сказано, явления уродливые. Вот до чего дожились. Цель эволюции или цель развития человека и есть достижение равновесия или гармония всех способностей и чувств человека. Бедствие нашего времени именно и заключается в установившемся страшном разнобое между умом и сердцем. Даже в древние времена люди понимали значение сердца. Они считали сердце обителью Бога. Они клялись, полагая руку на сердце. Даже самые дикие племена пили кровь сердца и съедали сердце врага, чтобы усилить себя. Так показывали значение сердца. Но теперь, в просвещенное время, сердце умалено до физиологического органа. У древних учение начиналось с положения руки на сердце. При этом учитель спрашивал: «Слышишь ли ты?» И ученик отвечал: «Слышу». Это бьется твое сердце. Это лишь первый стук во врата великого сердца. Если не будешь внимать биению сердца своего, то оглушит тебя биение великого сердца. Так в простых словах давался указ. Так через познание самого себя давался путь к беспредельности, то есть к беспредельному бесконечному развитию, беспредельному бесконечному познаванию. Сердце, предавшееся добру, излучает благодать непрестанно, независимо от намеренных посылок. Так солнце не имеет преднамеренных лучей. Сердце злу поклявшееся будет извергать стрелы сознательно и бессознательно непрестанно. Замечательная такая мысль. Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное благо. Сердце зла уничтожает тепло и упырю подобно высасывает жизненные силы. Так непрестанна деятельность сердца добра и зла. Из того, что мы сейчас услышали, о значении сердца сказано, становится ясным, что культурное состояние человечества находится в прямой зависимости от культуры сердца. Действительно, можно ли представить себе культурного человека, который бы не обладал лучшими свойствами сердечности, терпимостью, доброжелательством, мягкосердечием, чуткостью, уравновешенностью, утонченностью, состраданием, общечеловечностью,
А все отрицательные качества, не хочется даже их перечислять. Но самое главное – это эгоизм у людей, грубость, ну и другие показатели некультурного состояния человеческого сердца. Культура, сказано, вне сердца немыслима. Как бы человек не превозносился своей ученостью, но если в нем нет сердечности, он далек от культурности. Истина, пока не просветится сердце, не будут отняты болезни и немощи, иначе беснование сердца при сильных телах ужаснет мир. Так оно и есть. Спасение от всех бед и всех зол в человеческом сердце. Нужно вспомнить о своем забытом и пренебрегаемом сердце, не полагаться на свой обманчивый ум, но обратиться к мудрости верного сердца. Нужно обратить все усилия к мудрости сердца, на оздоровление сердца, на внимание, на воспитание и образование сердца, ибо без этого нет, сказано мудрыми, дальнейшего пути. Как ранее прилагались заботы о развитии ума, так теперь должны быть приложены усилия на образование и воспитание сердца. Нужно создать культ сердца, как ранее был создан культ ума. Нужно изменить свой взгляд на сердце, как на физиологический орган, ибо воистину оно центр всего сущего, центр всего бытия, всей нашей с вами жизни, всех наших поступков, мыслей, всей нашей деятельности. Для того, чтобы не ошибиться в своих решениях, нужно научиться полагать свою мысль на сердце, видеть глазами сердца. Мы все знаем с вами вот такую пословицу: «Утро вечером мудренее». Шалва Александрович в своей книге пишет, когда он был еще мальчиком, подростком, он заметил, что его дедушка, у него отец погиб в Великую Отечественную войну, ушел в народное ополчение и погиб. И его воспитывали мама, бабушка и дедушка. И он как-то заметил, что дедушка стоит вечером возле виноградной лозы и что-то говорит. Он спрашивает: дедушка, что ты говоришь? Дедушка отвечает: я молюсь. А зачем ты молишься? Да вот, говорит дедушка, я поссорился со своим соседом и не знаю, как же мне помириться с ним. И я молюсь, хочу положить на сердце мысль, чтобы сердце мне помогло, и завтра утром пришел ответ. Вот написано в Шалве Александровича. Да мы и сами знаем от своих родителей об этом. Нужно установить наблюдение за всеми ощущениями сердца, начиная с мельчайших чувствований и обычных действий. Нужно, чтобы о сердце говорили не только поэты и влюбленные, но и ученые. Ибо о сердце нужно знать более того, что мы знаем, что люди знают. Нужно создать особый предмет, сказано в гуманной педагогике, это сердцеведение. Сказано мудрыми: без сердца что поймем? И в конце своей такой вступительной мысли я вам хочу из своего опыта поделиться. В свое время, может быть, кто-то увидит, такую книгу мне досталась. Купила я такую книгу. И из этой книги давайте я вам прочитаю одну сказку. Вы ее внимательно послушайте. Если захотите, можете потом выйти на меня. Я могу дать этот текст.
Но я думаю, что вы на сайте где-то и найдете много таких легенд и сказок. Давайте я их прочитаю, а потом я вам скажу, зачем я это читаю. Называется «Человек с горячим сердцем». Узенькой тропинкой шли два путника. С одной стороны тропинки плескалось синее море, а с другой стояли седые горы. Шли путники долго. Они искали красоту. Один из них был человек с горячим сердцем, а другой человек с холодным сердцем. Человек с горячим сердцем взглянул на море, и глаза его стали изумленными и ласковыми, и он сказал: «Какое сильное, могучее, вечное море!» А человек с холодным сердцем сказал: «Да, много воды». Подошли два путника к серому камню, а у человека с горячим сердцем радостно вспыхнули глаза. «Смотри, какой прекрасный цветок! Да это же и есть красота, которую мы ищем!» «Где ты видишь цветок?» – удивился человек с холодным сердцем. «Это же серый камень. Вот и трещина в нем, вот и пылью покрыт он, и камень». «Да, камень, но там внутри цветок розы», – возразил человек с горячим сердцем. «Надо только добраться, освободить его от каменного плена». Человек с горячим сердцем много дней долго вырезал серый камень, а человек с холодным сердцем сидел на берегу и с тоской смотрел на море. Наконец из-под осколков камня показался цветок изумительной красоты. Казалось, весь мир вокруг притаился, всматриваясь в красоту, которую освободил человек из каменного плена. Даже горы поднялись выше, даже волны морские затихли, и безбрежное море стало так, как зеркало. Только человек с холодным сердцем был равнодушен. Он прикоснулся пальцем к чудесному цветку, попробовал ногтями, сказал: «Вот крепкий камушек». Вот, прочитав такие вот с ребятами притчи, сказки, можно целый классный час провести, целую встречу. И еще сказано: «Я сорвал цветок, он завял. Я поймал бабочку, она умерла. И я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем». И я бы еще вам посоветовала из моего опыта работы. У Василия Александровича Сухомлинского, кстати, в 2018 году, это был год Сухомлинского, и Сухомлинский вот в своей практике, оказывается, знаете, написал 7,5 легенд и сказок, и еще 4,5 тысячи, 7,5 тысяч и 4,5 тысячи поэтических произведений о красоте, о природе. Так он воспитывал сердца детей своих воспитанников. И я вам бы посоветовала найти сказку. Она называется, Василия Александровича Сухомлинского, называется «Легенда о материнской любви». И еще запишите, если сможете, вот к этой легенде, к этой сказке соответствует пословица: «Ищи любовь сердцем, а не головой». Ищи любовь сердцем, а не головой. И сказка Василия Александровича Сухомлинского «Легенда о материнской любви». Мощно, мощно так, если проникнуться этим содержанием, мощно силу сердца, силу любви передать ребятам. Советую. А теперь давайте будем смотреть международные чтения.
и выступление Шалвы Александровича на эту тему. И еще я бы хотела сказать вам, если разрешит администрация или руководители КРИРО, мы по этой теме с вами продолжим встречи и в январе, и в феврале, и в марте, и в апреле, и в мае. Так что разрешат, приходите, мы эту тему продолжим, потому что она очень значима, она сегодня нужна. Вы, наверное, не надо вам объяснять, сами очень сильно понимаете. И давайте смотреть Шалву Александровича. Чистой, серебряною волной пыль заблуждений с дорог наших смой. Музыка сердца в саду красоты, ты научи нас растить цветы, все согревая нетленным огнем, данным в дорогу небесным Отцом. Поздравляю вас с 3-м днем светлого Рождества Христова, и под этим лучом начинаем. Дорогие коллеги, участники наших 4-х чтений, дорогие уважаемые гости, дамы и господа, от имени научного совета Международного центра гуманной педагогики и арткомитета наших чтений и от себя лично, конечно, сердечно приветствую каждого из вас, сидящих в этом зале и в смежных залах Московского дома учителя. Поздравляю вас с только что начавшимся новым 2005 годом, а также великим праздником Рождества Христова. И желаю вам, каждому из вас, творчества в труде, благополучия в жизни, крепкого здоровья и исполнения всех ваших лучших устремлений. Я поздравляю вас и с началом наших 4-х международных педагогических чтений, которые посвящаются вопросу: без сердца что поймем? Праздники радуют нас, но боль сердца не покидает нас. В сентябре 2004 года мы с вами со всем миром оплакивали трагически погибших от террористов детей и учителей в Беслане, маленьком городе Северной Осетии. А в декабре мы стали свидетелями гнева природы, величайшей мировой истории трагедии в Юго-Восточной Азии, невообразимой силы землетрясения и цунами в течение считанных минут унесли жизнь сотен тысяч людей, из которых более 50 тысяч были дети.
как можно принять это событие без сердца и без содрогания сердца. Это сборы планетарного масштаба. Ко всему этому добавляется еще одна боль сердца. Хочу напомнить вам лицо одной прекрасной, жизнерадостной женщины, которой не посчастливилось в третий раз побыть на наших чтениях и порадоваться с нами вместе. Это Леонтина Зачестие, одна из организаторов движения гуманной педагогики в Латгалии, Латвия. Ее фотографию вы сможете увидеть в журнале, нового выпуска нашего журнала «Три ключа». В марте 2004 года она неожиданно ушла из жизни. Уважаемые коллеги, прошу минутное молчание почтить память жертв терроризма в Беслане, жертв разгневанной стихии в Юго-Восточной Азии и неожиданно ушедшей из жизни нашей коллеги Леонтины Зачестие. Я еще не имею точных данных, сколько у нас участников чтения. Их достаточно много, но на втором заседании нашем это объявили. Но мы хотим приветствовать наших коллег из Белоруссии, из Украины, из Азербайджана, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы и, конечно же, из России и из Москвы. Там у фойе установлен стенд, карта, большая карта, где горят лампочки, они указывают места, в которых уже живет лаборатория гуманной педагогики и где люди творят интересные педагогические чудеса. На наших чтениях присутствуют всемирно известные ученые, а его титулах потом буду перечислять. Петр Петрович Гаяев, он рядом со мною. Кто был на моих семинарах, тот помнит, как я часто ссылался на него, но мои ссылки были очень скудными, и я боялся, чтобы он не услышал меня, потому что сказал бы, это не то. Надо было по-другому говорить. Главный редактор антологии гуманной педагогики, рыцарь гуманной педагогики, академик Дмитрий Дмитриевич Зуев. В мире известный физик, наш давнишний друг, тоже рыцарь гуманной педагогики, Анатолий Евгеньевич Акимов. И, как назвать, в мире одного единственного настоящего, а не выдуманного доктора Айболита, сердце которого изранено судьбами отброшенных детей. Он еще и рыцарь гуманной педагогики, Алексей Александрович Дубровский. Я разобрал нескольких, но здесь зал переполнен очень интересными и выдающимися людьми. И вам огромное спасибо за то, что посетили, пришли поучаствовать в нашем семинаре. С вашего позволения, дорогие коллеги, 4-е международные педагогические чтения на тему «Без сердца, что поймем» объявлю открытыми. Дорогие друзья, я думаю, мы не откажем. Человек Для меня жизнь уже строится вот так, от чтений к чтениям. Как будто это было вчера, когда мы собрались в этом же зале, в этом прекрасном доме московского учителя и обсуждали проблему о герое духа. И как будто позавчера было, когда мы обсуждали здесь вопросы улыбки. Где ты, моя улыбка? А вот сегодня уже наши 4-е чтения. Чтения посвящаются сердцу. Я думаю, что наши чтения постепенно, по ступенькам, возвещаются. Сперва мы просто определили, что духовное пространство требует духовного мира, образовательное пространство. Потом мы сказали, что в этом пространстве люди должны улыбаться. А потом мы решили, что не просто улыбаться, они героями должны быть, совершать подвиги. А сейчас мы решаем вопрос. Подвиги-то совершаются, но где основа для этих подвигов? Я не знаю, что вы назвали в качестве такой основы, но для меня это есть сердце. И действительно, вопрос «без сердца, что поймем»
Это вопрос очень серьезный. Нам очень трудно многое объяснить в нашей жизни, если не опираться на твердыни сердца. Только сердце нам подскажет, зачем мы здесь, к чему направляемся, что мы должны сотворить, какой след мы должны оставить, и как мы должны быть друг для друга, а если мы еще и стали учителями, какими мы должны быть людьми, ибо учитель над общественные явления. Учитель выше всех в любом обществе. Я написал доклад. С вашего позволения буду читать, чтобы не спутаться, не импровизировать, не навязывать вам свои импровизации. Тут я попытался более логично изложить некие мысли и чувства тоже. Мы художники жизни. Это известная формула. Мы уже знаем, что основа жизни есть духовность. Мы уже знаем про улыбок, знаем о героизме и так далее. Теперь о сердце. Ибо сердце есть основа нашего образовательного мира. Мы должны утвердить понятие сердца в нашей педагогической среде. Это понятие пока не принято, это как будто не научно, не нужно как будто, но мы все знаем, что без сердца нам трудно жить и творить. Сейчас волю сердцем мы вспоминаем, какое было наше прошлое. В этом прошлом многое строилось прекрасно, мы радовались, развивались, но тем не менее было очень что-то жестокое и жесткое, материалистическое, что нас отводило от самих себя. Наука тогда не любила понятие сердца, это было лишним, ненаучным, а для нас это было не педагогическое понятие. Берите любой учебник по педагогике, по методике, по психологии, и понятие сердца на одной странице не зазвучит. Педагогическая наука блуждает в лабиринтах трехмерного сознания, для которого понятие сердца – пустой звук. Мы строили храм нравственности не на твердыне сердца, а на песке сознания. Так же, как строил свой дом человек на песке, и пришел дождь, пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и упал дом, и било падение его великое. Вы знаете, откуда эти слова. Сказано, без сердца мы шелуха погибшая. И послушайте, пожалуйста, притчу. Некий отшельник вышел из своего уединения с вестью, говоря каждому встречному, имеешь сердце. Когда же его спрашивали, почему он не говорит о милосердии, о терпении, о преданности, о любви и обо всех благих основах жизни, он отвечал, лишь бы не забыли о сердце, остальное приложится. Действительно, можем ли мы обратиться к любви, если ей негде прибивать? И где поместится терпение, если обитель его закрыт? Каковы традиционные знания о сердце? Что нам говорит наука? Кстати, сердцем интересуется только физиология и медицина. В научных источниках в этих источниках сердце обзывается как мышечный мешок. И дается точное описание этого мешка, как и из чего оно развивается, как действуют мышцы в этом мешке и что из этого происходит. Будем ли мы опровергать научно описанную физиологию сердца? Нет, конечно. Спасибо науке, что она детально и дотошно изучает процессы зарождения, развития и действия сердца. Спасибо ей, что ищет и отчасти находит пути лечения больного сердца, как физиологического органа. Но почему эта наука так неуважительно называет сердце мешком мышц? Наверное, потому что наука больше видимого не идет. Да, мышцы сердца сокращаются и расширяются. И это правда тоже, что сердце пульсирует ритмично. Но кто задал мышцам импульс к великому движению, а может быть и служению? И почему пульсация сердца соизмеряется с пульсацией космоса? Подарим науке удивительный факт.
Только сердце во всем организме стучит, стучит, стучит. Почему оно стучит, а не молча, как другие мышцы, делает свое дело? Разве пульсация и стук сердца не возводит его выше грубо материалистического толкования? Принимать сердце только как физиологический орган недопустимо. Не скрою, слежу за ученых, которые так обозвали сердце. Мешок мышц. Правда, как-то неудобное очень название. Почему Василий Александрович Сухомлинский отдал детям свое израненное сердце с осколками еще вражеской бомбы? Что он им преподнес в дар, детям? Мешок полный мышц и осколков или ларец полный жемчужин любви и преданности? Мудрец предупреждает нас: всякое поношение сердца есть хула на дух истины. О новом понимании сердца. Нам нужно новое понимание сердца. Ну, как обычно, некие новые понимания, новые толкования, в конце концов, обнаруживаются хорошо забитыми старыми. Но вот в чем дело? Это хорошо забитое старое в нашей действительности зазвучит так, как звук из будущего, колокола из будущего. По всему земному шару ползет пожар, сотрясаются недра земли, мрачнеет небо, происходят катастрофы, возникают новые болезни, раздражен космос. Как нам все это объяснить? Только тем, что происходят некие физические явления в недрах земли, или же сказано еще: будь любезен, человек, не устраивай землетрясений. Может, и есть причина всего того, что происходит. По сравнению с тем, во что пожар земной может превратиться, все бывшие войны – это ничто. Каждый день положение в мире отягощается, и, как сказано, нет дня, ни часа, когда бы мир не был в опасности. И сейчас мы вот спокойно ведем наши обсуждения, наше чтение, но и в эту минуту мы постоянно находимся в опасности. Каждый день положение в мире отягощается вот разными обстоятельствами. Мы должны обратиться к сердцу, как к судье и водителю. Новое понимание о сердце, как я сказал, это хорошо забитое старое, но вряд ли впервые услышите, что сказано в Новом Завете. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Я попытаюсь сейчас изложить новое понимание сердца. Это не мое понимание. Я это черпал из разных очень мудрых книг, которых я принимаю как мудрейших книг, из Библии, из Нового Завета, из других святых писаний, из духовных учений. И вот что у меня получилось. Я буду перечислять некие положения, которые могут составить основу для нового понимания сердца. Вот эти положения. Сердце есть центральный орган нашей духовной и физической сущности. Не только физической, но и духовной сущности. Сердце есть свыше действующий орган. Оно дается нам для высших сношений. Сердце вмещает в себя беспредельность. Учение сердца есть учение о причинах и следствиях. Лишь сердце дает бессмертие. Сердце – престол высшего света. Сердце понимает, где искра света и где пыль тьмы. Сердце – оружие света. Сердце – залог будущего. Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце аккумулирует мировые энергии и может приобщиться к дальним мирам. Сердце есть средоточие психической энергии. Сердце знает весы небесные. Сердце знает боль мира. Понятие сердца и культуры неделимы. Когда говорим о сердце, говорим о прекрасном. Сердце – творец воображения. Свойство магнита заложено в сердце. Думает сердце, утверждает сердце, объединяет сердце. Обитель чувства знания в сердце. Надо перенести сознание в сердце.
когда нигде иначе, да, вот с ударением мне будет плохо, простите за это, нигде иначе не может преобразиться в мысль, как в сердце. Солнце всех солнц есть сердце. В сердце живет общая человечность. Сердце подсказывает давление духовной атмосферы. Самого главного глазами не увидишь, зорко только сердце. Эманация сердца постоянно творит светлое вещество, которое можно назвать смыслом священной энергии Вселенной. В будущем сердце исключит многие аппараты. Будут люди, которые заменят собой самые сложные приспособления. После механической горячки не обратим внимания на силу сердца. Говорят мудрецы, мы должны ввести в сферу сердца весь мир, ибо сердце есть микрокосм сущего. Кто не вдохновится великим понятием сердца, тот умолит свое собственное значение. Какие выводы мы можем сделать из этих основ? Вот какие у меня получаются выводы. Первый вывод. Без сердца что поймем, если в сердце мешает весь мир и космос? И вот второй. При малейшем очищении сердца человечество может получить водопад благодати. Третий вывод. Лишь энергия сердца делает человека неуязвимым и несет его поверх препятствий. Четвертый вывод. Мы должны иметь сердце открытое и к небу, и к земле. И, наконец, пятый. Нужно воспитывать сердце. А теперь о новой науке о сердце. Науке, которая развивается именно на основе этих положений. Я говорю о науке. Недавно ученые, к сожалению, или к радости, я не знаю, как сказать, Запада, Америки, опубликовали свои эти научные данные, а я хочу вам преподнести их выводы, которые опираются на экспериментах, на поисках, на очень глубоких наблюдениях. Значит, говорит, наука новая, инакомыслящая наука. На внутренней поверхности сердца находятся мини-сердца. Этого я раньше не знал. Они образуют в желудочках веретенообразные упаковки крови с особым составом эритроцитов и направляют их адресно, то есть кому что нужно. Болит палец, болит что-то человеку. Эти мини-сердца образуют особый состав крови, дает им некое кручение и направляют именно в эту точку. Удивительно это. Сердечно-сосудистая система является отдельной высокоорганизованной структурой нашего тела. Она обладает собственным мозгом и сердцем сердца. В эмбриональном периоде сердце выращивает наш мозг. Это один из доводов, который ставит разумность сердца над нашим сознанием. Наша речь, ее смысл, эмоциональность не спонтанны. Слова уже состоялись в опережающем сверхсознании сердца, а головной мозг лишь озвучивает, осознает смысл. В нас сочетаются две телесные плоти, нервная и сердечная, и два сознания – сознание сердца и сознание мозга. Сознание сердца и сознание мозга разделены промежутком времени, который является самым уязвимым моментом для чужеродного проникновения, если сердце не имеет духовной защиты. Это слова ученых, хорошие мои коллеги. Сердце хранит воспоминания. Они аккумулируются в нейронах, которые присутствуют не только в мозге, но и в сердце. Поэтому многие пациенты после пересадки сердца ощущают те же потребности и эмоции, что и их доноры. Положительные колебания сердца заразительны. Электронный магнитный сигнал сердца улавливается на расстоянии более метра и оказывает влияние на настроение других людей. Вот вы сидите рядом друг с другом, каждый из вас со своим сердцем влияет друг на друга. Полагаю, что, конечно, положительно. Ученые, открывшие эти качества сердца, считают,
что электронные сигналы в сердце человека направляет божественная сила, а сердце передает их мозг. Это есть открытие ученых Гарвардского университета. Можно думать мозгом или сердцем. В чем разница? Мозг ищет оправдание, сердце следует справедливости. Мозг ищет выгоду, сердце утверждает бескорыстное благо. Мозг почитает здравый смысл, железную логику, критику. Сердце руководствуется чувством, знанием, пониманием. Мозг – хозяйка, которая после шумной стирки вывешивает белье на всеобщее обозрение. Сердце как жнец, который после долгого труда собирает урожай в житницу. Мозг как блудный сын, сердце как заботливый отец. Но истина будет торжествовать не в том случае, когда они раздельно будут жить, а тогда, когда мозг переместится в сердце, и оно станет престолом разума. Разум в лоне сердца, слава Господня. Жить и мыслить сердцем есть источник богатств и духовных, и материальных. Скажем о чувствах. Каждое чувство пробуждает энергию. Сердце синтезирует энергию чувств. Взаимное чувство удесятеряет энергию. Коллективное же чувство создает мощь энергии. Неизмеримо, невозможно вообразить силу проявления энергии какого-либо напряженного чувства. Тем более невозможно представить себе силу и мощь взаимного, собирательного и согласованного чувства. Это мощнейшее явление. Если доброе сердце извергает добрую энергию, это благодать. Но если энергию чувств извергает злое сердце, что же тогда с нами будет? Вот почему тревожился великий Альберт Эйнштейн. Настоящая проблема, говорил он, лежит в сердце и мыслях человека. Это не относящаяся к физике проблема, но этическая, нравственная. Проще изменить состав плутония, чем изгнать злого духа из человека. Что нас пугает, это не сила взрыва атомной бомбы, но сила злости человеческого сердца, его собственная сила взрыва на злые поступки. Разве мы не видим каждый день проявление этой злости? А теперь приближаюсь к библейским проблемам. Послушайте сперва притчу. Молодой царь увидел сон. Ангел обещал ему выполнить одну его просьбу. Созвал царь 3 советников. «Скажите, — говорит он, — какое царство нужно моим подданным, чтобы жили они счастливо?» «Царство желаний, — сразу воскликнул один. «Царство разума, — посоветовал другой, недолго думая». Молодой царь был умен и терпелив, потому обратился к 3 советнику, который не спешил. «А ты что скажешь? Счастливыми твоих подданных сделает лишь царство сердца», — сказал он. Молодой царь закрыл глаза и вызвал ангела. «Сделай мое царство царством сердца». Ангел замешкался. Бог уже дал каждому свое сердце. Надо зажечь его. Так зажигай. Ангел опечалился. «Не могу. Бог велит людям самим зажигать свои сердца и помогать друг другу. Тогда скажи, как зажигать?» И ангел ответил: «Воспитанием». И исчез. Царь открыл глаза. Советники ждали, что он скажет им. А он сказал: «Займемся воспитанием сердца». И он назначил 3 советника попечителем воспитания сердца. Надо не гадать, кто этот попечитель сердца. Это я, это ты, это он, она, это мы, это вы, это они. Нас только 3. Кто же эти попечители? Кем же он будет другой? Но примем ли мы это назначение? Я не могу говорить о вас, скажу о себе. Я приложил бы руку к сердцу, поклонился бы царю и произнес: «Спасибо, повелитель, за такое великое доверие». Но вот беда. Не возмутится ли древний наказ? Воспитатель сам должен быть воспитан. Действительно,
Сердце мое далеко от совершенства. Чувства мои требуют облагораживания. Мысли мои не свободны от сорняков. Как быть? Как быть, если знаю, что доброта воспитывается добротою, любовь воспитывается любовью, благородство воспитывается благородством, а сердце, конечно, воспитывается сердцем. А во мне нет полноты этих благ. Как мне быть перед законом? Воспитатель сам должен быть воспитан. Нет, нарушать закон не буду, ибо нахожу в себе качество, которое дает мне право принять назначение царя. Качество это называется устремленностью. Я устремлен к свету, к сердцу, к любви, к доброте, к благородству. Ищу и взращиваю их в себе, следуя непреложному правилу. Устремленность воспитывается устремленностью. Я устремлен к сердцу и устремлен к сердцу своих учеников. Меня подбадривает мудрец. Он говорит, утверждающий истину, даже при несовершенстве уже на пути. Я говорю это, как вы понимаете, не о себе лично только, может быть, от кого-то из вас тоже, от вашего имени. Какая сложилась у нас ведическая действительность? Это действительность консервативная. Это есть защитная реакция охранения опыта учительства, который складывался на протяжении многих веков и часто незаслуженно отметался новыми веяниями. Но возвращение к глубинным истокам сердца, сути сердца, необходимо для создания новой системы взглядов на образование, на воспитание, на общение, на обучение молодого поколения и чтобы сделать его достойным для будущего. Зачем множить ошибки, каждый раз спотыкаясь об одни и те же камни? Переворот в сознании происходит не сразу, и пройдет много времени, пока начнет укрепляться высшая позиция взглядов в соответствии с новыми требованиями жизни. Гуманная педагогика с духовным аспектом есть рывок в будущее научной мысли, который развивает это направление в строгом соответствии с темпами и задачами преобразований на планете. Все входит в сочетание с ритмом времени, который ведет человечество к коренным переменам в сознании для принятия и умещения истинных законов жизни. И вот еще одна притча, чтобы мы попытались разгадать тайну нашего сердца, нашего участия, учительского участия в образовательном мире. Провели учителя совещание и пришли к выводу, чтобы сеять добро в учениках, надо, чтобы те открыли им свои сердца. Как добиться этого? Может быть, наука нам поможет, сказали они, и направились на курсы повышения квалификации. Там профессора рассказали им о стандартах образования, о реформах образования, о концепциях, выдали им диплом повышения квалификации, сказали, дерзайте. Применили учителя полученные знания, но ученики не открыли им свои сердца. Не хватает нам психологических знаний, решили они, и поспешили получить вторую специальность. И получили вторую специальность, второй диплом. Наполнили свой ум массой психологических понятий, смешали их с массой педагогических понятий и приступили к практике. Но ученики все же не открыли им свои сердца, не дали им заглянуть в свои сердца. Наверное, поможет Запад, сказали учителя. И пригласили за океаном специалистов по новейшим технологиям и интерактивным методам образования. Но эти сверхновые методы тоже не сработали. Опечалились учителя, не могут найти путь к сердцам учеников. Может быть, не хватает нам мудрости, сказали они. И нашли старца, сидевшего в пещере. О, мудрец, взмолились они, укажи нам путь к сердцам наших учеников, чтобы сеять в них семена добра. Иначе поколение становится жестоким. Сказал им старец, дам вам путь к сердцу ваших учеников, но дайте мне взамен
Тато ваш. Учителя переглянулись. Чего требует от них мудрец? Тогда мудрец пояснил: у кого есть раздражение, дай мне раздражение. У кого есть гнев, дай мне гнев. У кого есть жестокость, дай мне жестокость. У кого есть грубость, дай мне грубость. У кого есть сомнение, дай сомнение. У кого есть ненависть, дай мне ненависть. У кого есть злоба, дай мне злобу. У кого есть страх, дай мне страх. У кого есть суеверие, дай мне суеверие. А у кого есть саранча мысли, дай мне саранчу мысли. У кого есть дурные привычки, дай мне дурные привычки. Но не забудьте, чего стоит тот, кто отнимет уже подаренное. Итак, заключил мудрец, я принял весь мусор вашего сердца, и оно становится чистым, а вам открываю мудрость. Путь к сердцу ученикам есть чистое сердце учителя. Думаю, что притчу не нужно будет толковать. Каждый из вас понимает, в чем смысл нашего сердца. Дорогие коллеги, мы собрались на наши 4-е международные педагогические чтения, чтобы утвердить новое понимание сердца и обосновать мир образования на твердине сердца. Вслед за классиками педагогики мы откроем врата гуманной педагогики, которая есть педагогика сердца. Врата эти закрыты на тяжелые замки авторитарного прошлого. Нам трудно, но мы чувствуем в себе суровость долга и готовы к творческой решимости. Мы учимся держать открытыми сердца наши и к небу, и к земле. Давайте пожелаем друг другу успехов и приложим все усилия, чтобы за эти 3 дня восторжествовало союз единения учительских сердец. Мое сердце преклоняется перед вашим пламенными сердцами и желаю всех благ и успехов. Спасибо. Говорите? Уважаемые коллеги, упустила. У кого появилось желание участвовать во всероссийских чтениях в Москве 30-31 января, нужно немедленно, сегодня-завтра до 20 декабря подать заявку в электронном виде. До 20 декабря, пожалуйста. И сейчас мы с вами еще посмотрим выступление Шалвы Александровича на одной из лабораторий этих чтений. Пожалуйста.
портфель моих мальчиков. Они в 9-10 классах. Так тяжелые они, тяжелые. А еще в правой руке, в левой руке что-то еще держат, потому что это нужно все после уроков или как-то других дел. Хорошие эти учебники или плохие они? От кого это зависит? От самих учебников? Может быть. Но в первую очередь, наверное, от тех людей, во-первых, которые сотворили эти учебники, а во-вторых, которые их несут детям. К сожалению, те, которые творят учебники и программы, они мало любят детей. Это мы обнаружим сразу, как только откроем, скажем, учебник математики, учебник биологии, учебник истории. Там любви к детям нету, но эти методисты страшно любят саму историю, саму математику больше, чем тех, для которых они создают эти программные материалы. Вам это неизвестно, разве, хорошие мои коллеги? Ученик просто приказывает, как сам учитель, открой, выучи, так, от этого номера до этого, отвечай на эти вопросы, затем, если мама спросит, отвечай маме тоже, а потом завтра в школу пойди и перед учителем садись, ты на суде. И поэтому дети берут свои ручки и дорисовывают эти учебники, учебник литературы, пририсовывают борода поэтам или писателям. Учебник по истории тоже превращается во что-то чудовище. Почему они это делают? Это агрессия детей против того бессердечия, что там заложено уже. К сожалению, методика не может подняться до педагогики. А методика главенствует в школе. Мы говорим о педагогике, а все потом порешит методика. Так? Технология порешит потом, скажем, методика обучения порешит потом. А здесь мы проводим такое полетное чтение, которое, видите, о сердце, о возвышенных мыслях. А методика выхолащивает все это, разует по полкам. Значит, методика сама по себе с трудом возвышается до педагогики. Есть только отдельные методисты, которые могут этого сделать, а большинство из них – это те же самые авторитарные учителя. Я не ругаю их, они просто не знают, как по-другому это сделать. Так? У которых вот это так получается. Остается кто? Учитель. Чтобы эти учебники стали сердечными, мое сердце надо, чтобы лилось в них. Чтобы я облегчил ребенку. Не ребенок идет к учебнику, а он через меня придет к этому учебнику. Через мое сердце должен идти к этому учебнику. Если я сделаю этого, а это очень сложно, вот этого мы и ищем, дорогие мои коллеги. Не обижайтесь, хорошие мои, если я скажу, что вот эти прелестные доклады, которые сейчас послушаете здесь, они очень хорошие, очень интересные, конечно, очень интересные. Но давайте раскройте нам, как через вас дети пришли к этим открытиям, что у них осталось, а что у нас самих тоже осталось. Так? Если сердце учителя не болеет, это плохой учитель. Если когда после уроков, даже прелестных уроков, у меня нет какой-то неудовлетворенности, я плохой учитель уже. Ну, не совсем плохой, может быть, но я не тот учитель. Так? Вот этого надо раскрыть. Раскрыть на наших семинарах, на наших чтениях. Вот об этом рассказать, что во мне происходит, когда с этими камнями, с этими биологическими знаниями, с этими книгами, о которых сегодня шла речь и так далее, иду к детям. Что во мне происходит? Если во мне это происходит, то произойдет в детях тоже. Ведь учительское сердце – это излучатель, излучает. Так? А это, если аппаратура на расстоянии больше метра обнаруживает мои излучения сердца, то ваше сердце на расстоянии 10 километров обнаружит это. Откроет это мое чувство. Так? Как вот сделать сердечными эти уроки? Вот почему я сейчас расхвалил моих дорогих учителей. От вас, Мария Андреевна, многому научился. Огромное спасибо, хорошие мои, вам. Научиться уверенности, умеренности, так? Спокойствия, чего во мне не было.
было это время, когда Мария Андреевна приезжала в Тбилиси, смотрела на мои такие эксцентричные уроки. Сейчас она хвалит, но я знаю, что это было шероховатости много. И это у вас тоже, наверное, есть. Это не опасное дело. Опасно будет, если мы этого не видим, не хотим из этого вылезти. И остаемся на том же уровне. Это опасно. Но если мы сами видим, или же идем к другу, чтобы тот нам помог понять, в чем мы застрялись, вот там уже начинаются у нас расти крылья. Вот эти директора именно это и делают со своими коллегами. Я восхищаюсь тем, что делает моя, это прекрасная помощница, что ли, как назвать, и учительница Светлана Георгиевна в своей Санкт-Петербургской школе. Приедете в этой школе, где начальные классы, так, и вы поверите, что там творится, что это за жизнь. Это школа или вроде чего-то другого помещения клуба, что ли. Я даже не знаю, как это. Мы должны придумать еще и другое название, чтобы обласкать такую школу. Ибо само слово «школа» уже не терпит того описания, что там есть. Уроки как спектакли иногда идут, уроки как очень серьезные занятия, где очень трудно и учителю, и детям трудно, но им хочется, и ей тоже, учительнице тоже хочется так трудиться. Так? Это нечто другое. И где там сердце? Сердце вот в кабинете директора. Она дала им крылья. Она позвала их, она дала им право творить даже ошибочно. Творите, ищите, ошибайтесь. И в этих ошибках они нашли себя, вложили в свои сердца, и поэтому эти учебники становятся другими. Не нравится мои коллеги, которых я уже не могу их перечислять, они все прелестные. Не нравятся эти стихи. Очень хорошо. Они просто уберут эти стихи из учебника. Сердце подсказало, не надо это моим ученикам. А зачем мне это буду давать? А я, как сказал Ильин, этот известный санкт-петербургский педагог, когда ему задали вопрос, а вы какое право имеете менять программу? Это было при советской власти. А он сказал, это почему, сказал он. А я сам по себе тоже интересен. Да, почему вы по себе не интересны? Вы думаете, что те, которые творят учебники, они более. Так? И вот они сотворили свои учебники, сохраняя эти формальные стандарты. Стандарты просто поглощаются, они как семечки стали в этих учебниках, а дети крылатыми становятся, там другими становятся. Вот, пожалуйста, я говорю об этой школе Санкт-Петербургской. В школе Марии Андреевны ходят такие легендарные, такие истории ходят. Так, может, то же самое происходит в ваших классах. Я просто не могу рассказать, потому что я там не бивал. Если есть, отлично. Не есть этого, вот ищите, пожалуйста, хорошие мои коллеги. Ну, они долго будут работать в этой школе, но я думаю, что эти школы имеют право носить их имена. Их имена, потому что они останутся вечно в этой школе. Если предложить им какую-нибудь должность, вот созвали, она еще молодая, чуть вы тоже молодая, Мария Андреевна, думаете? Да. Но позвольте сказать, что вам должность министра образования, давайте. У нее есть свои взгляды прекрасные на что образование, как преобразовывать этот мир образования, так? Не пойдет. Не пойдет. Да, была. Вот видите, не пошли. А человек вашего полета давным-давно обошел бы все высшие инстанции, правительственные и тому подобное. Что задержало человека там? Сердце задержало. Так? Вот это надо умножать. Это. Если учитель идет к своим детям сердцем своим, то учебники оживут. И когда ребенок откроет этот учебник, будет смотреть на него глазами учителя, сердцем учителя, и не будет так скучно, так нудно. Так? Наставление учителя от такого учителя будет иметь другую силу. Помните, как вчера Горяев сказал? Один врач выпишет там просто вот мел, по которым мы пишем на доске, как пилюльку, так?
И мне это поможет, потому что это такой врач, авторитетный, известный. Так? От него это лекарство мне помогает. Почему? Что зародилось во мне? Вера. А это моя вера. И эти камушки или что-то, как это назвать, они сделались лекарствами во мне. А те же самые пилюльки от другого врача не совершат чудеса. Что изменилось здесь? Врач заложил тут сердце, а тут нет. Но зарабатывать имя, которое будет нести мое сердце, это очень сложнейший путь. Здесь молодых я вижу, пожалуйста, вот молодая девушка там сидит, красивая, и все молодые. Берегите ваше учительское имя. И пусть каждый урок будет штрихом, который дорисовывает ваше имя. Прекрасным штрихом. Вы вошли в урок таким, и уходите вот еще один штрих. И потом на другой класс еще один. Берегите эти ваши портреты, которые в сердцах детей складываются. Это должны быть самыми прелестными портретами. Берегите это имя. Не наука порешит наши проблемы. Видите, не решит наука наши проблемы. Педагогическая наука не решит. А порешит именно ваше имя, ваше доброе имя. Ой, это тот учитель, скажет ребенок, который еще не знает вас и ждет вас. И в этом 5 классе или в 9 классе приходит этот учитель, о котором слава идет. Эта слава уже есть высшая педагогика. Понимаете, в чем дело? Наша работа такая сложная, хорошие мои коллеги. Да, бывают случаи, когда молодой человек сразу откроет себя. В прошлом году присвоили звание учителя года одному очень молодому мальчику просто. Так, хороший мальчик, талантливый, философ прекрасный. Так. Если он подумал, что на этом и завершается уже его педагогическое восхождение, нет. Этот талант требует еще долгого пути, чтобы раскрылся другой талант. А то завтра это еще погаснет. Вот это такое дело. Поэтому с опытом нарабатывается вот краски на мне. И тогда учитель, ребенок знает, ой, это хороший учитель. Ой, интересно с ним. Как же мне не делать уроки моей учительницы Варвардиашвили, которая идет ко мне и шепчет просто, слушай, мальчик, рядом с двойками мои пятерки краснеют. Как быть? А у меня двойки по математике, по физике. Как быть? А я так любил эту учительницу. Ее сердце. Так хотел быть рядом с нею всегда. Писать сочинение для нее. Не знаю причину, почему это любил. Не знаю причину. Не знаю. Так любил, что ради нее я был готов на все. И начал зубрить и математику, и физику, и химию, и школу закончить на золотую медаль. Это она сделала все это. Один человек есть спасатель для многих других. А в школах дети иногда гибнут. Ну и что же, они перед вами сидят, задания выполняют, а в душу загляните ребенка. Твой урок-то знает, но пропавшим человеком будет завтра. Пьяницей станет, алкоголиком станет, плохим отцом будет, плохой мамочкой будет. Вам это нужно? А знания в голове есть. А человечности нету. А чтобы делать из человека, нужно нам только одно. Очень сложное условие. Очень сложное условие. Добиваться от наших учеников любви к нам. Чтобы они обязательно полюбили нас. Это самое важное условие гуманной педагогики. Обязательно полюбили. Где родится эта любовь? Здесь только. Нигде в другом органе. В почках любовь не рождается. Так? В печени любовь не рождается. Мы не объединяемся на основе печени, на основе наших почек. Объединяемся на основе сердца. Так? Все здесь начинается. Не зря сказано. Солнце всех солнц есть сердце. Если это показнет, и этому солнцу грош цена тогда. Грош цена. Вот, пожалуйста, хорошие мои коллеги, вернетесь домой. Скажите вашим коллегам тоже, если, конечно, кто спросит, не надо давить на других, ну, кто
кто-то ведь будет, который подойдет к вам и скажет: а что было там у вас? А вы расскажите открыто, от всего сердца. Вот что было. Я был там 3 дня, были такие, и вернулся уже другим. А мои уроки уже не нравятся мне, они будут другими. Может, хуже будет пока, ибо я ищу сердце свое, но наступит время, когда лучшими станут. Вот что я хочу пожелать вам, дорогие мои коллеги. Вот думайте сердце, вот как в той притче: имеешь сердце, помните, так? Вот не забудьте эту притчу, и, войдя в класс, всегда скажите самому себе: а я имею сердце сейчас, ибо в классе вас ждут большие неожиданности. Сколько детей, столько и будут неожиданности. Как я их приму? Зависит от моего сердца. Как у меня сердце, так и буду принимать. Да, я должен быть и жестким иногда, потому что ребенку сейчас это нужно. Буду ласковым, потому что ему так нужно. Так? Буду серьезным, а иногда буду и таким веселым, простым, очень доступным. Так? С юмором, чтобы дети хохотали у меня на уроке, хохотали просто. И узнали. Учителя теряют дар юмора, хорошие мои коллеги. И обратите на это внимание. Так? Дар юмора. Если ребенок что-то такое юмористическое скажет, учитель возмутится: как это так, на уроке еще, да? Но ведь этот юмор передает суть, это соль жизни. Это возвещает нас. Ну, конечно, имеется в виду юмор духовный, так, где от сердца, от души смеется человек, лечится еще. И смех тоже есть лечебное средство. Да еще какое лечебное средство? Да? Вы простите, что я так долго задержал ваше внимание, но я так люблю вас, что иначе не мог. Может, я лишнее сказал, вы простите меня. Может, не то сказал, поправьте, пожалуйста, для себя все это и умножайте по той мудрости, которая у вас есть. Так, спасибо вам огромное, что вы приехали. Приехали, это было вам не очень-то легко ехать из далеких частей сейчас. И это то время, когда и транспорт так дорого стоит, и въехать тоже не так просто, а тут еще каникулы кончаются, и весь переполох из-за этого в этой стране. Вот почему у нас сейчас мало народу, то есть не так, как прежде. Потому что неожиданно навалились эти каникулы, и мы просто не успели послать пригласительные. Все разъехались, министерство закрыто, Дума закрыта, и все остальное. И мы не смогли сообщить, а то люди ведь хотят. А многие, боясь того, что директор не отпустит, потому что там уже начинаются занятия завтра, да? Вот и многие эти причины. Ну, успехов вам, много успехов. И берегите ваше имя. Когда мы встретимся в следующий раз, так, вы должны прийти уже с другими окрасками, с другими портретами духовными, чтобы мы все и сейчас гордимся вами, но еще больше вас гордились. Вот кто мы есть, не те, о которых вчера говорили, а вот мы совершенно другие люди. Другие люди. Мы и Россию знаем, и любим Россию. А как же не любить? Это духовная страна. Как же не возродить Россию? Но и знаем и Казахстан, и Кыргызстан, и другие части мира знаем, и прибалтийских стран знаем. Мы любим православие, но как мне не любить других? И их тоже любим. Всех любим. Всех. Господом своим. Это канон наш для общения с друг другом. Так? И вот все эти устремления, конечно, возвысят наше имя. От учительского имени зависит судьба школы. Вот почему эти директора творят удивительные свои собственные школы. Это не частные школы, но школы собственные. Спасибо вам.
Уважаемые коллеги, я вас благодарю за то, что вы пришли сегодня. Я так рада, мое сердце радуется. Еще хочу раз напомнить вам, кто поедет, подайте заявку до 20 декабря. И хочу заметить, что все чтения, все встречи с Шавлой Александровичем и с его командой, там команда очень большая, они носят в себе вот эту сердечную энергию, энергию любви, буквально все, и мастер-классы, и лаборатории, и общие встречи. Приезжайте, наполняйтесь этой энергией, передавайте ее ребятам. Дай Бог нам спасти как можно больше детей, чтобы они не гибли. А гибнут наши дети именно от того, что сердце не воспитано. А еще если просто сказать, что такое воспитание сердца? Это воспитание высокой нравственной культуры внутри каждого человека. И закончим мы нашу встречу еще одной сказкой. Эту сказку, поскольку я 20 лет была руководителем кукольного театра самодеятельного, мы играли куклами. Эту сказку можно играть в начальной школе, и можно прочитать в средней школе и со старшими ребятами. Сказка называется «Мальчик и мудрец». Жил-был мальчик. Он был, как и все, и никогда не задумывался, зачем человек живет. Он часто совершал плохие поступки и не переживал из-за этого. Но в последнее время что-то странное стало происходить с мальчиком. После того, как он обидит кого-нибудь, ему становилось плохо, тоскливо, печально. И какой-то внутренний голос шептал: «Не делай этого». Совсем измучился мальчик и решил сходить за советом к мудрецу. Выслушал его мудрец и сказал: «Ничего странного нет. С тобой говорит твое сердце». «Сердце?» – изумился мальчик. «Неужели оно может говорить?» Мудрец ответил: «Разве не слышишь ты, как оно предупреждает тебя не совершать зла? Разве не чувствуешь ты, как рыдает оно, когда ты совершаешь зло? Если ты не будешь прислушиваться к нему, то жизнь твоя превратится в страдание». «Что же мне делать?» – воскликнул в отчаянии мальчик. «Подружись с сердцем», – тихо ответил мудрец. Вечером, когда в доме стало тихо, мальчик положил руку на сердце и прошептал: «Милый друг, отзовись». И вдруг мальчик почувствовал, как рука его потеплела, а сердце стало биться громче и радостней. Сердце услышало его. С тех пор мальчик постоянно беседовал с сердцем, и жизнь его преобразилась. Он стал дарить людям только радость и счастье. И сказка заканчивается вот так: Бог живет в сердце, и тот, кто говорит сердцем, говорит с Богом. Благодарю вас. И приходите, если нам разрешат, на следующие наши встречи по этой же теме. Могу вам показать очень хорошие мастер-классы для, сейчас называются замдиректора по воспитательной работе, а раньше назывались заучи по внеклассной воспитательной работе. Очень хорошие мастер-классы есть на эту тему. Приходите, если нам разрешат еще раз встречаться с вами. Спасибо вам большое от сердца.